Ассалаумағалейкум, құрметті жанкелер. Өкінішке қарай Ақтөбе жеңілді 2-0. Бүгін 9-шы подкастымыздың қонағы Ақтөбе футбол клубының ойыншысы Дмитрий Топалов. Қош келдің. Добро пожаловать. Және біздің Азамат Айнагулов және Мери Ерсайын. Қош көрдік. Дима, как тебе сегодня матч? Матч был, как по мне, можно сказать, равный, но, к сожалению, нам сегодня не улыбнулась удача, поэтому плохо, что проиграли. Можно было ничью играть, но, к сожалению, проиграли. Это у вас, получается, второй матч, который вы смотрите вне поля, правильно? Да, второй матч. Я первый смотрел на стадионе, а сегодня по телевизору. Давай начнем с того, что вы первый сезон проводите в нашей команде. Были проигрыши, были ничьи, играли в нейтральных полях, дома провели матч. В общем, давай, хотелось бы узнать ваше мнение, ваше настроение после всего того, как вы перешли в наш клуб. Переходила с амбициями, чтобы выиграть чемпионат. И первую игру мы сыграли хорошо. Я думал, что в таком же ритме и пройдет плюс-минус все остальные матчи. Но что-то пошло не так. И сейчас ситуация не очень хорошая. Но я так смотрю по чемпионату, что каждый соперник может отобрать очки, даже фаворита. Поэтому, я думаю, будем бороться до конца. Нужно сейчас выиграть эти 2 игры и будем уже вверху, я думаю. Поэтому надо не расстраиваться, а двигаться дальше. Ты же был, да, на поле, когда мы играли против Волжитпис? То есть до кубка матч же был у нас, когда Артур забил победный гол. Да. Каспий, наверное. Иртыш. Иртыш. Иртыш, да. Он же голевой отдал. Я же Артур. Дима отдал голевой. Хотелось бы узнать про наш домашний стадион. И ты уже провел сколько игр у нас и в гостях, и в Туркестане. И хотелось бы узнать разницу, как тебе повлияло те матчи, которые мы провели в гостях и в нейтральных полях, и вот дома. Что касается игр дома, то я перед тем, как сюда переходил, то я ждал, когда я сыграю именно здесь. Поэтому я как переходил, смотрел видео на ютубе, какая здесь атмосфера, и хотел это ощутить в жизни. Поэтому был очень приятно удивлен. Тут такая атмосфера, как такой стадион, как где-то в Англии, чемпионшип какой-то. И вот классно вообще. Еще эта игра была, шел такой мелкий дождь, как будто в Англии где-то. Очень понравилось. Как минувший четверг, да? Да. С Илимаем. Тоже дождик шел. Да, классно. Классная атмосфера. Болельщики очень хорошие. Поэтому респект. Теперь, получается, у нас лидирующие 2 команды по 18 очков, да? И мы идем с 10 очками, да? Сколько? На 10 месте. На 10 месте примерно. Да. Вопрос такой. 8 очков разницы, это, в принципе, небольшая. Это 3 игры можно решить. То есть, если наши соперники проиграют 3 игры, а мы, наоборот, победим, то, учитывая только 7 туров, да, у нас закончилось, это же вполне реальная возможность, правильно? Да, я же вам сказал, что как чемпионат развивается, то вот сегодня и Астана проиграла, и вечно могут потерять и фавориты очки, поэтому я думаю, чемпионат будет интересным. И вообще игры других команд смотришь? Если честно, то редко. Я вообще футбол сейчас в последнее время редко смотрю, только Еврокубки. Как бы мне футбол раньше больше нравился, потому что был более такой открытый, и больше было дриблеров. А сейчас футбол такой стал более физический и структурный, поэтому
как-то Скучновато, да? скучновато стал. Да. Есть разница? Ты болельщик Барселона. Барселоны. Да. Чтобы болельщики знали. Мы перед подкастом спросили у Димы просто. На следующей неделе будет классика, да, вроде? Реал Барс. Там уже смысл играть, все равно чемпион. Давайте этот по Человек может потерять фанатов, понимаешь? Там, Әзеке, мынау қазіргі әсерінің барлығын кейін сұрай жатармыз деп. Давайте по сегодняшней игре. Дима сказал свое мнение. Давай, Азеке, твое мнение хочу послушать. Ну, орысша айтайын, иә? Дима да әңгімеге араласып Да, отырсам, конечно. қолымнан келгенше. Обычно мы на казахском просто ведем подкаст. Ну, ты же видел этот момент. Да. В конце? Это же непростительно. Я не знаю, что бы сказал Гвардиола, там, Луис Энрике там, и другие тренера. Но мне обидно вдвойне. Во-первых, мы то есть не воспользовались моментом, шансом. Это был 100% момент. И второе, замены были поздние. То есть то же самое Латурнус, который показал против Елемая достойную игру, результативную игру. Почему-то сегодня самым последним вышел на замену и на несколько минут. И из-за этого... Ну, как из-за этого? Я просто думаю, что это же все предположение, да? Я думаю, что если был бы замена чуть раньше, я думаю, что мы могли бы спокойно сравнить. Освежить игру хотя бы. Да, освежить игру, сравнить. И, мне кажется, и побеждать было бы вполне реально. Ну, опять-таки, тут и в чатах, и только что вот во время трансляции в чате тоже онлайн все болельщики в один голос твердят, что это переломный момент должен был быть для нас, чтобы сократить отставание и быть в лидирующих строчках таблицы и продолжить чемпионат уже в качестве достойного фаворита. Но я думаю, что опять-таки үмітсіз шайтан. Надежда умирает последним. Иә. Тағы да енді Ақтөбенің келесі ойындардағы жеңістеріне сенетін боламыз. Соңына дейін сенеміз ғой енді қалай болғанда да. Бірақ негізі енді На казахский афиша же была большая, да, что это такое там дерби, там все эти проходы. То есть после игр Антураж. с Елемай, да, все Инстаграм и Threads были забиты анонсами матча Ордабасы-Ахтубе. Но, в принципе, игра была... Я бы не сказал бы, что... Соответствует афише, видимо. Да. Я вот об этом хотел сказать. Что... Вот қазір не істегім келмейді да, жаңағыдай. Қарсылас команданы жамандап, жаңа ұпай жинаған келмейді. Бірақ ондай ауыз толтырып айтатындай ойын болған жоқ. Жалпы мен бір команданы айтып жатқан жоқ, жалпы ойынды айтып отырмын да. Сегодняшняя игра, она была... Я бы не назвал, что это центральный матч. Уровень игры двух команд, да? Да. Ну, согласен. Сен не айтасың. Ну, у нас Дима говорит, что... Да, добро пожаловать, во-первых, да, Дима? Что игра была равная. Я соглашусь с Азаматом, что не столь зрелищная оказалась встреча. Но Ордабасы по-любому как сказать, ближе был к победе, чем Ахтубе. Честно, надо признать это. Потому что там и в первом тайме, и во втором тайме было столько моментов у шымкентского клуба. Там, если помните, из пустых ворот вытаскивал, да, и Тима Ерланов. Так что, я думаю, результат закономерный. Если вот в конце, если Артур вместо того, чтобы с нерабочей левой ноги пробить, а катнуть бы Латурнусу, там, может быть, и Виталик в пустые ворота попал бы. И 1-1 там оставалось 5 минут основного времени, и плюс добавочные там 6 минут, и могли бы дожать даже хозяев в поле. Ну, как задним числом, да, как говорится, всегда говорит легче, но тоже не хочется как
высказать тяжелые слова в адрес Артура. Все-таки местный игрок казахстанский. Но именно по этой игре можно согласиться с мнением большинства болельщиков. Я только что вот перед твоим приходом, да, Дима, посмотрел, полистнул там Инстаграм, там, и ту же страницу ТКБ, там очень много комментариев, там за 5-10 минут там более 1000 комментариев, и там 70% все хают там, да, Артура. Ну, это понятно, что эмоции, но именно по такой игре, по такой афише надо было решать такие моменты. Там единственный момент, да, соперник и то подарил мяч, Пибе перехватил, сразу же отдал. Не знаю. Ну, счет по игре, я думаю, 2-0. Там первый мяч записали на бразильца, хотя я думаю, что там местный игру забил Эльхан Астанов со второго удара, добивание. И второй тоже молодой пацан местный вышел, забил, Жасулан Амир. 2 местных игрока забили. То есть им дается шанс, да, приезжим тренерам, которые, ну, не местным, так сказать, не казахстанским тренером, который пришел в новую страну, изучил и дает шанс. Там Амир сыграл 45 минут второй тайм. Да, он первый, Да. да, заменил. А первый Эльхан Астанов, он местный, да, он практически 90. Нет, не 90, он где-то 70-60 минут отыграл. Я вижу параллель с матчем Елимай, первый матч Да. в чемпионате, когда... А то, что касается наших молодых игроков, как сказал Азамат, почему-то не дается шанс нашим юным игрокам, тому же Латурнусу, который отдал голевой пас Луишу Нане, да, в предыдущем матче. Почему так делается? Почему юношам, молодым игрокам, которые отдаются на даже 200%, да, за родную эмблему, за родную команду. Замена была поздно, вот надо было пораньше. Не, Виталика пускать, вроде да. на 15 минут, да, выпустили, если не ошибаюсь, где-то на 10-15 минут. Ну, все равно мало. Кикпаев, И, да, Кикпаев, не, в конце вышел Кикпаев вроде, нет? В конце вышел. вас на Кикпаев второй. На первом вышел Кикпаев, да? Да, Латурнус на этот матч. Я уже Вот этот момент, путаю. который мы, ребята пропустили только что, не смогли реализовать. Если вы смотрели, не смотрели, был решающий матч между Тоттенхэмом и Челси, когда Лестер должен стать чемпионом. С этого момента, вот там решающий момент был тогда, если вы помните. Примерно та же точка была. Ну, в футболе не бывает мелочей, да? Да, Помните, но- это как Ливерпуль, когда Стивен Джерард поскользнулся и лишился титула АПЛ с Челси. Джерард поскользнулся. Я хотел сказать, ну, что касается Арчи и момента его. Ага. Артура. Артура. Артура, да. То, что я не думаю, что он не хотел забить. Но так получилось. Просто понятно, что болельщики многие расстроены. Я тоже открыл почитать комментарии. И один негатив и на него. Мгм. И если честно, то как бы он наш основной нападающий. И игрок тоже заходит и читает комментарии. И я не думаю, что, понятно, что болельщики расстроены, но на игроке это еще, плохо сказывается. Если игрок, например, психологически неустойчив или это, поэтому даже это может быть нанести вред в следующих играх. И как бы хотелось бы его поддержать, поэтому наш основной нападающий. Поэтому в той игре он забил решающий гол. Как бы. Поэтому хотелось бы его поддержать, и мы одна команда. Ну, с другой стороны, как думаешь, Дима, вот если ты говоришь, да, основной нападающий, если ты не имеешь игрока, да, конкурента в составе, и ты вот понимаешь, что тебе нету конкурента, и ты Это плохо. по-любому ты будешь играть в старте, да? Да, это плохо, когда нет конкурента, и ты не так растешь. Ну, в сравнении, например, Да. с Латурнусом, я понимаю, да, мысли Тарковича, он не будет рисковать юным Потому игроком. что юным тренера взяли нападающим. сейчас на работу, ему надо показать результат. И он же не подписал контракт на 5 лет, что у него есть куча времени. Ему надо прямо сейчас результат. И поэтому обычно тренера не доверяют молодым. И у нас, например, в странах СНГ, это нормальная ситуация, когда молодым не доверяют. Например, в Европе, да, а тут там, в Украине то же самое. Мгм.
молодым надо, я не знаю, что-то сделать, там, выйти, там, забить гол, два, тогда только их подпустят чуть-чуть. А так, чтобы сразу в состав, к сожалению, это у нас так не работает. Мы всех поддерживаем всегда, но с другой стороны, не хотелось бы, чтобы вот эта ошибка описывалась только комментариями фанатов. Хотелось бы, чтобы вот мы с тобой сегодня вот обсуждаем. Хотелось бы, чтобы это было не хейт, а, так сказать, Дисциплинарное наказание, может, какое-то. ну, санкции хотелось бы, чтобы это со была стороны руководства. профессиональная поддержка все-таки, понимаешь? Ну, например, что касается Артура, то он вообще в плане, там, он всегда ездит в зал, занимается. Такой, типа, работоспособный парень. Ага, трудяга. Да, трудяга всегда остается, там, бьет что-то поворотом, ну, поэтому так случилось. Ну, Ну, конечно, с кем не Ну, бывает. его же и до матча хейтили, да? Ну, если ну ты я так заметил, заметил, да. его вообще хейтят. Да, везде даже он. Поэтому, Если даже он и забивает, там где-то не отдал, Да, там да. где-то еще что-то его ну, всегда хейтят, в том мы числе, знаем. он, да, Но то, что видишь, там, и то, что я как выше поднял, да, тему, что типа он не имеет конкурента, например, да? Ну, Да. именно в центральной, в центральной зоне нападения. Поэтому, я думаю, хейт именно в сторону отсутствия конкуренции. Ну, это ж не его уже проблема, это проблема клуба. Да. Почему они не предоставили тогда и конкурентов хороших. Мгм, мгм, мгм. Поэтому так, если разобрать, то, например, вот игры, которые мы провели, от РДБС, к примеру, и с Кайратом, я не могу сказать, что там кто-то из них там был сильнее нас. Ну, так, если брать объективно. Например, там, если бы Соса не ошибся, 0-0, ну, мы сыграли. Да, да. И если бы мы 0-0 сыграли, я думаю, мы все равно как-то что-то поменялось бы по-любому. Да, психологически. Да. Психологически, да. Вот, например, с Элимаем третья игра. Мы 1-0 ведем первый тайм. То, что был у нас с Кайратом, мы много сил тогда потратили. Потом приехали в Астану, перелет. С Астаны в Туркестан перелет. Приехали, там резко жарко стало, плюс 20. И тоже сказывается. Мы первый тайм 1-0 выиграли. Ну, я был на поле, сам по себе чувствую. Мгм. Особо тогда не было свежести какой-то. Тогда у нас была проблема с трансферами. Не было еще всех игроков, никто не приехал, ну, бардак. Ну, и это сказывается, вы правильно сказали, в мелочах в футболе. Мгм. Ну, например, там играем 0-0 с Кайратом, условно, там 1-0 мы ведем с Элимаем. Кто мог сказать во втором тайме, что мы 4-1 проиграем? Ну, поэтому, ну, понятно, там и судьи за них, как всегда. Да. Но просто так все как-то слаживается. Сейчас жестко было про судьи, конечно. Так Если что, обрежем. Так складывается просто, ну, как будто что-то не идет. Ну, там проблемы были с трансферами. Сейчас тоже, ну, тоже у нас много человек сломалось. Ну. Да, много. Я такого не видел еще. Вот в первом тайме у нас у троих задняя. Ну, как это возможно? Ну, да, бля. Кстати, вот по поводу травм. Как ты думаешь, из-за чего происходит травма? У нас очень много Ну, травм, очень много травмированных игроков. ну, вот в я лазарете. приехал на сборы вот, у Костова. Сборы были в плане... Я с многими тренерами работал. И вот у Костова был такой футбол в плане... Больше надо было думать, чтобы все через пас. Мы больше уделяли внимание не физической подготовке, а тактически, где там правильно расположиться, или чтобы выходить через пас, чтобы он не любил, когда мяч, типа, мы били вперед. Ну, типа какой-то Арсенал, либо Барселона, что-то наподобие такого. И такой футбол, чтобы поменять, чтобы дать это игрокам, это надо время долгое. Поэтому это, чтобы такой футбол выстроить, надо долгое время. А вот сейчас, пришел тренер, кардинально вообще другой. Ну, наподобие Симеона, условно. Мы сейчас больше бегаем. Прагматичный футбол. Да, мы больше бегаем на тренировках, меньше через пас, более вертикальный футбол. И он говорит, что нужно на первом месте это борьба, поэтому все кардинально все поменялось. Тренировки стали на большие пространства. Ну и, конечно же, поле. Мы приехали в нефтяник, или как это называется? Мгм. Да. Тренировочный. Ну, ужас. Кочки, там, дырки. Ну, я думаю, это все Сказывается. да, сказывается. И мы вышли на это вот поле. Дождь пошел, и оно очень вязкое, мягкое. И когда такое поле, другие мышцы включаются. Ну, я думаю,
и смена тренера, смена его типа философии и поля, все на друг друга наложилось. Да, да, да. И вот результат, что у всех задний. То есть это не проблема тренерского штаба, да? То есть не проблема тренировочного процесса. Ну, тренер Как пришел, все читают тренер пришел со своим видением. Это его Нет, стиль, это Нет, его стиль игры. поправлю вопрос, типа, у нас болельщики думают, что у нас слабые тренеры по физподготовке. Как ты на это? Но был, у Костова было Смотришь. свое видение. Ну, он даже как бы руководил тренером по физподготовке. Типа мы особо не делали беговую работу, мы больше всего у нас было с мячом. Сейчас пришел новый тренер, который хочет нам улучшить физическую подготовку. Но уже как бы это надо улучшать, когда ты на сборах. Когда ты уже в чемпионате, это чуть-чуть не то. То есть он может дать нагрузку, а у нас реакция другая на эту нагрузку, потому Ну что да. мы на сборах делали совсем другое. Поэтому так. Я думаю, мы получили ответ, да, на вопрос со стороны болельщиков, И которые... те игроки, которые, ну, трансферные, которые совершались, там Пибы, там Пабло, Да-да. Желкович, и все эти игроки, они более под более по техничный футбол, который хотел Кост. И получается, ну, как бы, они меньше борются, но больше на мяче. Поэтому, я думаю, в этом тоже есть проблема. Ну, вот с Элимаем у нас в первом тайме, да, Данила Митрович сломался в начале, потом в конце первого тайма Корзун сломался, и у нас сейчас где-то около 10, да, игроков в лазарете. Да, Там, и Полком. ты, например, у тебя какая травма, например? задний. Задний пояс, Да. да. И сколько ждать? Ну, у меня не такая серьезная, как у Никиты. Там, ну, я думаю, еще дней 7. К следующему матчу, может быть, Ну, к следующему вряд ли. После Хайсара. Я думаю, сейчас у нас уже столько травм, что будет перестраховываться и Да, чтобы это будет не бояться было рецидива. Да, чтобы не было рецидива, как у Баги, к примеру. Я Да. думаю, на кубок буду готов. Вот только что из твоих уст я услышал про долгосрочные планы, ну, насчет тренера. Ну, подписываются не на долгий срок, да, на короткий. А вообще в футболе правильно, да, когда есть план на долгий срок. Ну, это, как я говорю, как по мне, это мое мнение. Например, руководство клуба, и они должны искать, ну, и тренер, у них должна быть одна идея. Они должны собраться и решить, в какой они футбол хотят играть. В какой футбол они хотят, чтобы кто-то играл. Если они хотят играть, чтобы они играли в атакующий футбол, как Барселона, Арсенал, они должны искать подходящего тренера под этот футбол. И дать этому тренеру время, дать его тренеру, чтобы он сам решал за трансферы и искал под свой стиль футболистов. Вот так. Ну, так, это свое мнение, как правильно. Ты себя видишь в долгосрочном в Актюбе? Ну, я бы хотел бы, да, чтобы остаться еще, чтобы мы выиграли в Еврокубках. И, честно, очень хотелось бы выиграть чемпионат. Ну, с такими целями я приходил. Отлично. Как думаешь, это реально выиграть чемпионат при нынешних проблемах клуба? Понятно, что после первой игры я думал, что у нас много шансов. Сейчас, конечно, шансов стало поменьше, но думаю, реально. И я считаю, для нас очень важен кубок. Надо его выиграть 100%, чтобы попасть в Еврокубок через него. Да, ты, конечно, начал откровенно говорить про проблему. Мы в прошлый раз просто Багу Каирова, да, позвали на подкаст, он осторожничал про многие вещи, не так, как откровенно говорил. Что очень радует, кстати. Нани отыграл целый матч. Хорошо отыграл. Ну, тоже у него непонимания были со своими коллегами. Его не поняли. Он, например, хороший пас дал, но там уже ребята не смогли забить. Вот, и там пишет на комментариях, там, типа, Нани убрать надо. Ну, Нани хорошо играл сегодня тоже. Кстати, что скажешь по уровню Нани? Ну, Ты где-то там в интервью у Каирова, да, Ербола Каирова, да, Да, рассказывал да. про его, Ну, про него. Я оцениваю футболиста по игре в квадрат. Если в квадрате он не заходит, по мне, ну, значит,
Ну, то 100% играл бы у меня в составе, Ага. если я был бы тренером. Ну, в плане игры, ну, там, приемы передачи, как он принимает мяч, как он открывается, решения все его, типа, на высшем уровне. Понятно, где-то не хватает физической подготовки, хотя эти 2 игры он по 90, да, сыграл? Да, да. Ну, надо дать ему должное, молодец. Сегодня тоже хорошо двигался. Поэтому он много занимается в зале, у него там свой физиотерапевт, и Ага. молодец. Ну, ты вот сейчас когда говорил про проблему, да, травм, да, высказался, что это из-за чехарды, да, тренерской чехарды и плюс качество газона, тренировочного газона. А тут я сам сейчас думаю, удивляюсь, вот молодые там, да, более, ну, игроки среднего возраста, например, ну, игроки там плюс 30 ломаются, например, да, там у кого-то там колено, у кого-то там задняя поверхность бедра, а Нани играет, да, уже почти 40 лет. Ну, и это означает его уровень наш, Да. ну, например, и его, к примеру. То, что ему 39, и при этом всем он не получает травм. Это значит... То, что он это- вел. вот, ну, поэтому он образ играл в жизни, да? Манчестере, а мы нет. Вообще, про наших ребят что скажешь? Я имею в виду про Латурдуса, про Мирама, Кикпа, Аяна Байдавлетова. Ну, Латурнуса вообще больше игрового времени давал. Ну, например, можно его смело выпускать там на 30 минут на тайм. А если он хорошо себя проявил, например, это можно где-то и попробовать составить. Поэтому вот он из молодых мне больше всего нравится. Мгм. А Луишу Нани нравится больше Аян Байдавлетов, я слышал. То, что он хорошо отзывался именно про Ну, про а Ян не Аяна. всегда с нами тренируется. Поэтому... Сколько ему лет? Они 19? Ну, им всем по 19, да. 19. Они все ровесники. Нет, Латурус 17 лет. А, Латурус Ну, 17. Мирама хорошее качество. Просто он так чуть закрепощен, но по качествам он хорошее качество. Просто им надо с ним надо доверять. То есть молодой игрок чувствует от тренеров там доверие. Это сказывается на игре. То есть даже если он что-то плохое сделал в его возрасте, не надо типа критиковать. Ну, это как по мне. Мгм. Не надо критиковать и там говорить наоборот, давай работай. Или говорить ему в этом возрасте, там, ходи там в зал, оставайся после тренировки, это важно. Ну и вообще психология очень важная в футболе, как вещь для меня. Это если ты психологически устойчив, то ты даже при менее, если у тебя не так много таланта, ты будешь лучше играть. Даже если тот игрок, который талантливый, но психологически слабый. Мгм. А ты сам в можно Украине, играть как Гатузо, да? Да. а ты в Украине сам во сколько лет дебютировал в профессиональном футболе? 20. 20 лет, да? Да, меня тоже долго пересидел. У нас был чемпионат дубля. Мгм. Не было, у нас не было U19, был U21. Ага. И Ну, как и у нас. Да, прежде. я там пересидел, потому что там тренер меня не хотел отпускать. Я мог еще уйти в 17 лет. А у тренера были свои задачи, знаете, он говорит, нет, типа оставайся. Ну, и от меня ничего не зависело. Я только в 20 лет вышел и начал работать. Получается, ты работал с одним тренером 3 года? 3 года в дубле. А этот в основе тогда кто был тренером? Главным? В основном. Шахтера. Тогда был вроде бы Это какой год? примерно? Фонсека. М? Фонсека вроде А, бы. был Фонсека. Да. Это 18-й год, да? 17-18 год. Ну, это не только тренер влияет на развитие игрока, но и Ну, я ж- партнеры. Вот. партнер, да. Хотелось бы, чтобы каким бы ты ни был простым, но все равно у тебя есть большой опыт. Все-таки Шахтер Донецкий это постоянный участник европейских кубков там разных и так далее. Вот. Хотелось бы, чтобы и от вас, как старших братьев, были какие-то поддержки ребятам. Я надеюсь, это не проблема у нас. Не проблема, но раньше как бы молодежь, года идут, и люди меняются. И раньше молодежь более была такая, слушали. Лояльный, да? Да, там слушали старших. Сейчас молодежь более не такая. Сейчас можно что-то сказать
Там может В и ответ, тебе, и в ответ рот закрыть, такие еще. Заткнуть, да? Да, Что да. обижутся, да? Да, да, обижаются, знаешь. Но, с другой стороны, они должны привыкать воспринимать и, как его, Критику. да, критику, потому что без этого тоже никак. Ну, раньше, когда я был, например, там мне было 14 лет, это вообще была, так называется, дедовщина. Мгм, мгм. Там старшие могли сказать, так, вечером заходишь и массаж не делаешь, или там съездишь в магазин, купишь, такое раньше было. Сейчас Мгм. такого вообще нет. Ну, из-за да, этого да. и получаются такие игроки, как Марио Балотелли. Кто Да. еще там? Ну, хотя обладатель Лиги Чемпионов. Чемпион Европы. Чемпион Европы. Кстати, вот, Дима, откуда смотрел сегодня, с кем смотрел? Про это расскажи тоже болельщикам. Бага пригласил меня, мы смотрели в доме у его друга. У нашего спикера тоже, Арона. Да, да. видать. Он сделал шашлык из баранины, из утки и из курицы, да. Хорошую поляну накрыл, Мгм. в хорошей атмосфере смотрели. Хорошо, что до матча, да? Да. Покушали. Да. Мгм. Ну, у тебя следующий матч. Мы ожидали, что сегодня будет радостный подкаст, но, Да. к сожалению, приходится, да. Вот у нас фон сзади черный. Если мы проигрываем, У нас красный Фон фон. Да. Ну, как максимально настраиваемся на позитив, несмотря на результат. да. Сезон впереди. Основные конкуренты играют в Еврокубках. Например, вот, тот же Кайрат в Лиге Чемпионов будет играть. Там длинная квалификация. Плюс, если попадут в группу, то нам легче будет, Да. я думаю. Ну, там, знаете, как говорят, там какой-то тренер говорил, что самые главные матчи в чемпионате это когда ты не у фаворита выигрываешь, Да. а Мы надо про брать это очки говорили, всегда да. Да, вот да. мы там ничего сыграли, там где синтетика плохая. Ултау. Да, там очки мы потеряли. Кстати, Ултау сегодня они Елемай выиграли. Да. Обыграли. Поэтому у нас Сейчас они... те команды, которые ниже уровня, надо там брать очки. Это- Кстати, про поле, вот Жезказганское в целом, ты же уже в Туркестане поиграл, и много где. Сравнительно, В Алмате, где в Ултау. лучше, где... Мне в карате больше всего понравилось. Ну, хорошее качество поля. Вообще идеально. Нечему придраться. Мгм. В Туркестане тоже хорошее качество. Ну, Кстати, жарко. Жарко. поле в Алматы ухаживали как раз вот специалисты из Донецкого Шахтера. Ну, в Украине хороший агроном. Да. Нам Они бы уже бы сюда сколько хорошего. лет они ухаживают, именно вот специалисты, Да. украинские специалисты. Наше поле, как тебе? Ну, Да. такой средний. Средний. Да. Да. М. После матча с этим, с Иртушом ты, да, говорил, что поле тяжелое было. Да, ночь еще пошел. Оно еще так чуть просело и такое вязкое было. Сразу другие мышцы работают. Мгм. У нас просто местные игроки, ну, даже легионеры, которые вот не первый год играют, да, в Казахстане, в Актубе, и даже болельщики привыкли именно к такому полю именно в апреле. Ну, потому что у нас там в мае, в июне, да, там другая трава Мгм. меняется, ну, там, качество травы, и стриженность, и этот, густота, цвет даже меняется. Там летом, там, по Зелёный телевизионной очень. картинке смотришь, там зеленая трава. Да. Сейчас, например, там кочки там видны, да? Да. И ближе к осени уже там Желтый. желтая трава становится у нас. Так что со временем все Ну, если честно, это важно даже, какая будет у тебя молодежь потом в дальнейшем от качества Газон. газона и вообще тренировочного твоего лагеря. Например, у нас нет тренировочного поля хорошего, это важно, это самое важное. Поле тренировочное игровое. Там, чтобы был тренажерный зал, чтобы там было какое-то восстановление, там, я не знаю, сауна какая-то, там, бассейн. Но это важно на самом деле. Мгм. Больше каких-то полей, чтобы было в городе, чтобы молодые развивались. Ну, в связи с этим вот сейчас хочется сказать, что с этого года, да, у нас появился новый инвестор. До этого клуб принадлежал руководству, ну, не руководству, а государству, и поэтому было много проблем и с полем, да, и с инфраструктурой, и со стадионом. Сейчас начали строить стадион,
академию уже хотят построить. Другое отношение уже появляется к клубу. Вот хочется спросить, чувствуешь ли ты отношения со стороны руководства? Ну, и, да, вот у нас было уже 2 встречи с ним, он приезжал. Сказал, Именно с Артыкбаевым, да? да, он, ну, все, что говорил там по поводу раздевалки уже сделали, должен быть новый автобус. Ага. Он сказал, что я как увидел ваш автобус, это катастрофа, говорит. Который белый, да? Ну, да, на котором мы сейчас ездим. Ага. Должны его поменять. Вроде, поле должны сделать тренировочное. Типа странно, что его раньше не сделали. Ну, Причем в я же таком гов- я состоянии же такое говорю, долгое что, время. да, инвестор только появился, вот и в конце 25-го года только он приобрел, получается. Там это первый сезон. Еще юридические моменты были, Мгм. это все затянулось, то, что, Переход что с отразилось, гос да, на начался. команде. Он ближе к марту, наверное, только вот все юридические моменты уладили по передаче от государства к частному Да, руководителю. например, если, например, в том году или позапрошлом, нельзя было, да, поле типа делать или как? Ну, тренировочное, или это... На нефтянке, который... Ну да, Вот только в этом году, только в этом, да? да, то есть у нас появился инвестор, до этого клуб принадлежал государству. Мгм. А там не только футбол, а там очень много, сам понимаешь, общественных моментов, поэтому Там, условно, там, например, управление спорту, да, там же не только футбол Мгм. курируется, да, управлением, там и шахматы есть, и борьба, там, и дзюдо, вся всё, спорт всё есть. область. Там они не успевают по факту. И там и оплата тоже тяжело. Тендер, госзакуп, например, даже обычно, агронома, например, да, из другого страны даже тяжело пригласить. Из-за этого местная работа, например. А уже которые не имеют квалификацию. с появлением частного инвестора, почему я спрашиваю про твои планы на будущее? Я думаю, что у нашего инвестора и тех, кто руководит нашим клубом, у них есть большие планы на будущее. Вот. И стадион появится у нас в Бурсе. И все то, что вот ты обозначил проблемы, я надеюсь, что все это решится не только ради футбола, а ради будущего наших воспитанников. Да. Все-таки есть очень много потенциальных молодых футболистов, которые сейчас играют и в дублирующей команде, и в QG. Вот. Поэтому, как ты говоришь, с этого момента, как к ним относиться, так и они вырастут. Да. Поэтому я думаю, что все эти проблемы, они будут решены в ближайшее время. Надеемся. И мы уже будем стабильно тренироваться и играть в хороших условиях. Вот. А ты не спеши, будет все это. Что еще добавить? Кстати, у нас предстоит игра с Хайсаром, да? 10 мая. Да, Да. Следующий матч. Вот. Мозес не будет. У нас не будет, все? Он Нет, временно уехал. временно уехал. Из-за съемок в кино. Да. Читал, да, наверное, да? Да. Из-за съемок в кино. Только в КПЛ, наверное, такое происходит. И серьезно. Будет отсутствовать. Надо даже сравнить его и Нани, это по-разному относятся к делу. Да. Мгм. Нани нам большой профессионал. Более Да. профессионален, да, с этой точки зрения. Хоть и там он моложе, наверное, где-то на 10 лет. Нани. Мгм. Может, с 91-го года вроде, Да. если не ошибаюсь. Понятно. Хайсар, что там? Что? Этот, учительница Туркалай Уткас Хайсар. Они сыграли в ничью с каким клубом? Оларды барлық матчтар ничего не имел, по-моему, да? У них ни одной победы в КПЛ еще. У Кайсара. Они только в кубке Они выиграли. на В комнате. кубке выигрывали. Они ниже нас где-то. С Жицу сыграли Да, с ничью. Жицу 1-1 сыграли. Ни одной победы. Ну, я не знаю эту команду, вы же больше знаете. Неплохая команда? М? У них плохая команда? Нет, это чердячок. Кайсар, который этот изображен лог. Да. Ну, у Наверное, них хорошая, да, стадион они сделали, да? Да, новый стадион в прошлом году Там за год построили. Новый стадион с Вулверхэмптон. искусственным полем. Тоже недавно приобрел частный инвестор, М. миллионер. Ну, у нас все это дело началось с
поручение президента в прошлом году, Мгм. но в После конце успешной игры. это Кайрата. дал поручение, ну, глава государства, да, дал поручение, чтобы частные инвесторы, ну, инвесторы, получается, миллиардеры Олигархи. выкупили, кажется. по примеру, да, алматинского Мгм. Кайрата, чтобы каждый взял под свое крыло один клуб футбольный и развивал. Потому что государство это накладно, там каждый год многомиллиардные, да, деньги тратятся, поэтому это не дает никакого выхлопа. Там ни развития инфраструктуры, там ничего нету по сути. Ну, как мы, что мы сейчас говорим по сути, да, на этом подкасте. Ну, Хайсар середняк клуб тоже навязать может борьбу. Вулверхэмптон вылетел в ничью лигу. Вольфсбург там еле-еле держится. Волки тоже. Да, Вольфсбергер тоже, короче, у них. Вот, поэтому Проблем. в Хайсар этом году тоже не может у выиграть. Волков очень большие проблемы. Поэтому я думаю, что этот матч мы выиграем. Да. Ну, и Ну, всё. даже вот хочется просто, вот, например, мы с Артышем играли, вот у них 60 владения мячом, у нас 40. Да, Да, мы да. Типа, во время матча сегодня говорили мне, про мне это особо, типа, не особо типа, нравится. Я вот хотел бы, чтобы мы дома играем, вот они приехали, мы их 4-0 обыграли, вот так хочется. Да. Ага. Ну, у нас Костова нету просто. Не Видишь. успел просто. Кстати, вот давайте, когда у нас сидит Копалов, Дима, спросим про этот футбол Костова именно. Что тебе больше нравилось, ну, от обороны играть, да, как сейчас, например, отдать владение сопернику или вот доминировать в стиле Барселона, да, там тики-така. Ну, что, как же я уже говорил, Костов Что хотел играть больше в по душе? атакующий футбол. И, Мгм. ну, я как атакующий защитник. Я люблю, там, мне нравятся такие, как Марсел, Даниалыш, мне такие нравятся защитники. Подключение. Да, не особо они хорошо обороняются, но в плане атаки они и с мячом валяжные, и болельщикам это нравится, и такие мне нравятся защитники. Ну, как бы Костов меня брал на позицию как бы такой роли. Левый вингер. Чтобы я подключался, подавал, и чтобы мы играли в атакующий футбол. Мы все сборы работали над выходом с обороны, это каждый день мы работали. Ну, вот сейчас просто, ну, это просто другой тренер с другой философией. Ну, как я уже говорил, ну, типа, Да. что-то похоже на Симеоне. Компактность, вертикальная игра. Типа, на первом месте оборона, потом уже атака. Поэтому каждый тренер в своем виде. Мгм. Кстати, сегодня я читал в прессе, что за победу над Ордабасы, актюбинцам, да, нашей команде обещали 100 миллионов тенге премиальных. Что можешь Ну, я про не это знаю, сколько сказать? обещали, на самом деле, но говорили бы, что будут повышенные премиальные. Но я не был на стадионе, может, сегодня в раздевалке сказали. Да-да-да. Я не На знаю. установке, да? Да, может, я не знаю. Но говорили, что будут повышены. После вот первой победы, да, в первом туре Мгм. над Тоболом вручили премиальные за эти матчи? Да, вот выплатили 2 недели назад. Мгм. Перед Иртышом, да, получается? Да. Я пасхане Райтельман. Бәрі айтылған сияқты. Ну, Сколько сегодня? ждем на ближайший матч. 43 минуты. Ждем на ближайший матч. Я так понимаю, что это будет с Алтаева, да? Кубковый матч с Да, Алтаевым. Вот. И верю, что мы возьмем кубок. Вот. А чемпионат уже решится в конце сезона. Посмотрим. Да, то, что ты сейчас говоришь, это все на самом деле реально. Тун взял чемпионат Швейцарии. Только в прошлом году поднялись на премьер-лигу. Всякое может быть в профессиональном футболе. Вот. И быстрее выздоравливай. Спасибо. Возвращайся на поле. Больше голевых, больше голов, результативных действий. И хотелось бы, чтобы каждый футболист, который приходит к нам, не только сезон отыграли, а вот оставались с планами на будущее, стали костяками команды. Много побед нам. Спасибо. У тебя на сколько лет контракт? Ну, мне предложили до ноября, потому что... До конца сезона, получается. Да, так предложили. Ты же не в аренде, да, просто как Не, свободный как агент? свободный. Ага.
есть возможность продлить Да, почему после бы нет? сезона. Почему бы нет? Да, Я так понял, у многих год остался в команде. вот Ну, так же. здесь в Казахстане у нас так принято. Да. Подписывать на сезон только и все. Ну, Там на 2 максимум. это редкие случаи, когда подписывают на 2-3 года. Если даже подписывают, могут в любой момент расторгнуть. Ну, то, что я им говорил, типа, надо смотреть на перспективу и Вот, например, у нас- подписывать игроков, например, вот ты видишь, что он тебе подойдет по стилю игры, ты его подписываешь на 5 лет. И, например, ты с этим игроком тщательно его выбрал, и ты с ним двигаешься. Да. у нас просто, как у всех, политика такая, первый год сразу надо быть чемпионом. Все и сразу. И там всех игроков берут, там дорогих все на год, потом вот так каждый год продолжается. Вот мы тоже хотели бы, например, тоже, что был, типа Чтобы всё стратегия, было например. планомерно, да? Стратегия, например, да, пусть, например, хоть команда, например, лет 3, например, будет средняком, например, да, но зато, например, построить академию, например. Стадион. Молодые ребята сыграть сейчас, сколько у нас молодых игроков есть, например, дубли, еще у нас сейчас еще есть чемпионат G-лига, там 4 возраста, например, надо вот развивать наших футболистов, вот, в основном, чтобы они типа, в стороне они оставались, а то забирает там Харятская академия Этот футболистов. ты не видел, да? Тренер Астаны. Вчера, да, по-моему? Да, вот вчера. это, Ю-17. Ю-17. Они проиграли, получается. Вот он жалуется, что нету развития в самом клубу. Но каждый год появляются новые таланты, их разбирает и забирает. То есть невозможно строить команду Да. каждый месяц. За месяц, говорит, невозможно устроить. Чё? Құрметті жанкүйерлер, бұйырса 10 мамыр күні, демалыс күні Ақтөбе Қайсарды қабылдайды. Сол ойынға барлығымыз келетінін білемін, барлығымыз сол ойында ұтамыз деп ойлаймыз, ұту керекпіз. Сол, можно сказать, пару слов болельщикам. А, кстати, у нас есть традиция, Да. если вот приходят гости, да, игроки, они могут разыграть свою футболку там, за хороший комментарий, там можешь условия конкурса придумать. Я, если честно, уже многим пообещал футболки, но пока сказали, нельзя футболки давать, Ну, потому не, что... не обязательно сейчас, там можешь позже потом. В конце года можно. Не в конце года, конечно. Там через месяц можешь даже. Не спеша. Задать какой-то вопрос, ну, про себя Да, вопрос. может, условия можешь сам придумать. Сколько я голов забил головой? О, О, хороший вопрос. 1, 5 или 7? Кто первым угадает, Кто первый угадает, тому футболка да, с подписью. с подписью. Дмитру Топалова. я угадал. Құрметті жанкүйерлер, жеңіп алуларыңызға болады. Димитровның желесін. Сонымен бүгінгі подкастымыз осымен тәмам. Құрметті жанкүйерлер, біздің арнамызға тіркеліңіздер. Өкінішке қарай бүгін жеңілдік, бірақ алда жақсы күндер туатынына біз сенеміз. Қуанышты күндерде кездесе берейік, жеңісті күндерде жүздескенше қош аман сау болыңыздар. Жеңістеріміз көп болсын. Алдағы уақытта тек жақсы көңіл күймен жүзсек. Рахмет. Бұйырса алдағы Дякую. матчтарда жеңіске жетсек.